Меня зовут Ерхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных темах для татар России. 9 апреля стало известно, что МВД Башкортостана задержало главу Илишевского района Ильдара Мустафина. Илишевский район – это самый северо-западный район Башкортостана, который граничит с Татарстаном. Илишевский район считается одним из самых татарских районов Башкортостана. Но, увы, подвергается самой безжалостной и сильной ассимиляции со стороны башкирских политтехнологов. Итак, правоохранительные органы республики предъявили Мустафину махинации с предоставлением земельных участков в аренду. Общий ущерб действий Мустафина силовики оценивают в более чем 3 миллиона рублей. Несколько слов о Мустафине. Он княжит в районе на протяжении 12 лет и имеет связь с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Дело в том, что отец Ильдара Мустафина долгое время возглавлял колхоз имени 22-го партсъезда. Тот самый колхоз, который был подшефен нефтеперерабатывающему заводу, где раньше был директором Муртаза Губайдулович. Даже есть непроверенные слухи, что Ильдар Мустафин может быть внебрачным сыном Муртазы Рахимова. В общем, Илишевский район вот уже как второе поколение находится в руках клана Мустафиных. Всю коррупционную подноготную хозяйственной деятельности недавно раскрывал у себя на канале уфимский политтехнолог Андрей Потылицын. Ссылка на его видеоматериал будет в описании под видео. Мы лишь покажем о самых масштабных хищениях и разорениях, которые учинил Ильдар Мустафин у себя в районе. Вот, например, Андрей Потылицын рассказывает, как Мустафин развязал войну с одним из главных инвесторов Илишевского района, с Анатолием Бондаруком. В процессе этой войны Мустафин отбирает все земли, которые были в аренде у Илиш-Агро, наезжает и полностью разрушает все предприятия, которые так или иначе относились к влиянию или ведению компании «Селена Агро». Жертвой этой войны стали 6800 голов крупнорогатого скота, 662 рабочих места и 187 единиц техники. Всего этого район в результате войны между Мустафиным и Бондаруком лишился. За те 12 лет, которые у власти находится господин Мустафин, разорение в районе постигло колхоз Иченге, колхоз Искра, колхоз Манчар, колхоз Победа, Урмет, Сигнал, хозяйство имени Гафури, совхоз Сюнь, ранее подшефный Башнефти, мощное процветающее хозяйство, его тоже прикончил Мустафин. Уничтожено племенное стадо лимузинных коров. Не работает и полностью разорен завод картофельных чипсов. Не работает остановлено птицеводческое хозяйство Верхнеиркеева. А также загадочная история случилась с Илиш Молоко, которое, в общем-то, принадлежало частному инвестору, которое было, фактически отжато у этого частного собственника, поменяло хозяина. И здесь была такая загадочная история, когда Илиш Молоко внезапно потеряло в цене от 100 миллионов до 14 миллионов стоимость активов предприятия, было выкуплено сослуживцем Мустафина по аграрному университету господином Гафаровым. Ну а мы вернемся к башкиризаторской деятельности Ильдара Мустафина. В 2010 году 78% населения Илишевского района под диктовку Мустафина было переписано как башкиры, хотя по результатам той же переписи 2010 года 86% населения этого района указали своим родным языком именно татарский язык, а не башкирский. Отметим, что по данным 2017 года численность Илишевского района была чуть более 32 тысяч человек, хотя в 2002 году численность района была более 36 тысяч человек. Район за 15 лет потерял более 4 тысяч человек. Татарская топ-блогерша Фагиля Шакирова 3 месяца назад отправилась в Илишевский район, чтобы разведать, где же там проживают эти 78% башкир. Сен осы татар кызымы, башкырт кызымы? Мен өзім татар кызы. Шулай ма? Сіздер татарлар, башкыртлар яши? Нет, татарлар, в смысле, Башкортостанда татарлар да яши, башкортлар да яши, чувашлар да яши. Илиш районында татарлар инде күбрәк. Бер язманы укыган идем, монда Илиш районында 70-80% башкортлар яши дип язалар. Әстәгъфирулла, кем шулай дип язган? Беләсезме, монда 6 ел яшим, бер башкорт күргәнем юк. Мен Илиш кешеләрдән сорыйм, монда башкортлар бармы дип, алар әйтә,
Ну, bir-iki kelin bulurga mümkün indi. Şunda boşkurt ki mına komandirovkaga kelgen kişiler boşkurt bulurga mümkün indi. Onda bir boşkurt da deyler onu. Bizning tatar xalqi nindigina yillarda, nindigina yerlarda yashamasin. Ol o'zining shan tatar, shan milliy, shan yuz bilan yashashga tirishadi. Chunki biz tatarlarmiz. Ни өчен үзләре татар булып та башкорт дип яздырганнар икән? Олар үзләренең төп чыгышын белмәгәч, Башкортстанда яшәгәч, без башкорт дип белгәннәр инде. Шуның өчен башкорт дип яздырганнар. Менә шул. Хәзер күбесе татар дип язылачак микән, башкорт микән? Мин- Хәзер бит кеше аңлы. Мин үзем татар дип яздырам. Менә авылда кемнәр сезнең яши? Татарлармы, башкортлармы? Татарлар. Ә Инде сез- татар. Татар. Документларыгыз буенча кем? Татарлар инде. Ничек шулай татар телен саклап калырга була монда? Ну, безнең электән бит инде яркәйдәге татарча сөйләштеләр бит инде. Безнең хәзер менә күчеп килгән күп башкортлар бар, урыслар бар, электән калган. Алар бездән әйбәтрәк татарча сөйләшәләр. Бу башкортлар 1-2 ел торалар да уже татарча сөйләшә башлайлар. Без татарча сөйләшәбез. Татарча сөйләшәләр. В общем, Фагиля Шакирова выпустила 2 очень классных материала у себя на YouTube-канале. Во время своего путешествия она встретила в Илишевском районе только татар, уверенных, что они татары и разговаривают на татарском языке. Ссылка на ее материал в описании под нашим видео. У Тоболяков и татар Сибири большой праздник. Все ждут и не дождутся, когда Тобольск обзаведется своим аэропортом. Тяжело быть в Сибири, развивающимся городом, куда можно добраться только на автобусе, прилетев в неблизкий соседний город на самолете. Увы, но приятное настроение и уверенность в славном развитии в скором будущем Тоболякам и татарам Сибири подпортил русский националист и писатель Захар Прилепин. Всю прошлую и позапрошлую неделю он как искусный смыслообразователь и генератор контента просто устроил какую-то вакханалию и торпедирование жителей Тюменской области, и конкретно губернатора Александра Моора и татар Сибири. Итак, в Тюменской области объявляется конкурс, какое имя присвоить новому аэропорту. Составляется лонглист и шортлист. В лонглисте было имя Ермака, но это имя не попадает в шорт-лист, который состоял из 5 имен. Конкурс завершился 10 апреля. Перечисляем. Картограф, архитектор и историк Семен Ремезов, композитор Александр Алябьев, поэт и педагог Петр Ершов, художник и этнограф Михаил Знаменский и живописец Василий Петров. Как видите, ни одного татарина. Но писатель Захар Прилепин все равно выставил крайними татар Сибири. Вся его деятельность развернулась за то, чтобы включить имя Ермака в этот шорт-лист. А не впускает туда, в этот шорт-лист, как выразился Прилепин, незримая татарская общественность. Мы внимательно изучили телеграм-канал Захара Прилепина. С 24 марта он опубликовал у себя 24 записи. В кампанию за наименование Тобольского аэропорта именем Ермака включился и открытый русский татарофоб Егор Холмогоров. Медиа-шестерки Прилепина из его карманного СМИ «Ваши новости» помучили вопросами и блогера-переводчика Дмитрия Гоблина-Пучкова, и историка Клима Жукова, и артиста Александра Панкратова-Черного, и политолога Сергея Маркова, фрик-интеллектуала Анатолия Вассермана и еще кого-то. Список масштабный, широкий. Татары Сибири, общественники, на протяжении всего конкурса выдерживали паузу, не делая никаких публичных заявлений или выступлений. Публично высказался лишь татарин Сибири и муфти Нафигулла Хазрат Аширов. Но в недопуске Ермака в шорт-лист виноваты у Прилепина все равно татары. Конечно же, те татары, которые там находились, которые сейчас выдают себя за коренных жителей, конечно, они никакие не коренные жители. Это тоже орда, которая пришла оттуда с Монголии, с исторической. Это одни имперские захватчики, другие имперские захватчики. И эти, господин Кучум, Царствие Небесное, он данью облагал местное население и с него брал бабки. Потом пришла там другая бригада с Ермаком, они взяли Кучума, сдвинули.
И теперь эти татары рассказывают о том, как собственно, их унизили. Вы стали частью и владельцами, по сути, огромной Евразийской империи, совладельцами, наряду с русскими и другими коренными и некоренными народами. Чего вы кривляетесь? Зачем вы все это устроили? Конечно, это и ваш тоже национальный герой, и надо ставить, конечно, Ермаку поклонный крест и памятник, и этому младшему Кучуму. Ну а старший нечего было как бы воевать. Проиграл, всякое бывает. Приспешники русского писателя кем только не называли татар, у которых есть свое мнение о личности Ермака. И татары-радикалы. Татар Сибири отождествляли с неграми, которые в прошлом году устроили в Америке погромы и движение БЛМ. Также татар называли русофобами. В общем, столько грязи на татар давненько еще не лилось со времен ожесточенной дискуссии вокруг затеи сделать празднование победы русских на Куликовом поле федеральным праздником. Кстати говоря, позиция губернатора Александра Моора по непопаданию Ермака в шорт-лист была очень взвешенной и похвальной. Во-первых, Моор напоминает взорвавшимся и оборзевшим русским националистам, что они не правы, крича, что имя Ермака в Сибири предается специально забвению. Вот его цитата. «Наша земля богата яркими историческими личностями, оставившими свой след не только в истории края, но и в истории страны и мира. Благодаря своему вкладу в развитие российского государства атаман Ермак занимает достойное место в этом ряду». А вот слова Александра Моора конкретно о получившемся шорт-листе. Порядок выбора названия аэропорта определяла Общественная палата города Тобольска, так же как и шорт-лист и лонг-лист голосования. При принятии этих решений палата руководствовалась не только значимостью исторического вклада деятеля, его известностью, но и влиянием этого решения на современную ситуацию в городе. В список попали личности, принимаемые всеми группами местного общества. Общественные проекты проводятся для того, чтобы объединять, а не разъединять людей. Как видите, сибирский губернатор очень серьезно настроен на консолидацию общества в Тюменской области. Ну а писатель-истеричка Егор Холмогоров оставил самую бредовую запись во время этой дискуссии вокруг имени Ермака. Если аэропорт в Тобольске не будет назван именем Ермака, это будет означать, что президентом России является не Владимир Путин, а Байден. Ну что же, Общественная палата Тобольска 10 апреля подвела итоги голосования. Всего в голосовании участвовали более 20 тысяч человек. Вполне себе внушительная цифра для города с численностью 100 тысяч человек. Семен Ульянович Ремезов набрал около 15 тысяч голосов, то есть более 76% от общего числа проголосовавших. Ремезов – это тоболяк, он родился в Тобольске. Говорят, ничего плохого он татарам не сделал. Тоболяки его больше всего знают как строителя зодчего своего города. Но нам хотелось бы подумать вот над чем. Сообщество русских националистов и всякие ермакофилы, конечно, потерпели поражение в этой схватке за аэропорт в Тобольске, а значит, в их рядах усилились реваншистские настроения и озлобленности. Готовы ли сообщество жителей Тобольска Тюменской области к новой грядущей волне наката русских националистов, которые ничем не подступятся даже межнациональным миром в регионе? Продолжается в реальном времени татаро-башкирская дискуссия. На сей раз медийно-символическую вылазку на территорию Татарстана сделали башкирские этномиссионеры и их сподручные. Племянница Муртазы Рахимова и один из ведущих медиаменеджеров в Башкортостане Руфа Рахимова переформатировала свой интернет-актив. Раньше ее ресурс назывался «Про-Уфу», теперь он называется «Пруфы». Рахимова пообещала, что собирается медийно выйти за пределы Республики Башкортостан. Свой экспансионистский взгляд она бросила в сторону Татарстана и Челябинской области. Но шумную и скандальную вылазку она в первую очередь сделала именно в сторону Казани, опубликовав на странице своего интернет-ресурса очень развернутое интервью с башкирским этномародером Азатом Бердиным.
В этом интервью недофилософ-политолог растекается надуманными конструктами, чтобы дискредитировать результаты переписи в Башкортостане в 1989 году. Ну и, соответственно, топит за эталонность проведенных переписей в 2002 году при Муртазе Рахимове и в 2010 году при Рустеме Хамитове. Но научное экспертное сообщество из Института истории имени Марджани, Института языка, литературы и искусства Татарстана, а также из Института этнографии имени Раиля Кузеева в Уфе дало сплоченный бой Бердину. Все инсинуации и манипуляции товарища Бердина были разгроблены в пух и прах. Только не надо говорить, что тут в научно-экспертной дуэли на Бердина набросились сразу несколько ученых: Бахтияр Измайлов, Радик Исхаков, Олег Хисамов и Ильдар Габдрафиков. И поэтому Бердин был повержен. В честном бою побеждает тот, кто сумел сплотиться и консолидироваться. Видимо, в рядах башет-мародеров среди экспертного братства какой-то кризис, разброд и шатание. Это даже заметно по капитуляционному тезису Бердина, что ему хотелось бы в результатах переписи 2021 года видеть максимально приближенные цифры к результатам переписи 2010 года. Видимо, башкирские этномиссионеры распрощались со своей идеей так переписать татар Башкирии, чтобы численность титульной нации в Башкортостане достигла 41%. А вот символическая вылазка этномародеров в лице музыкальной группы «Аргамак» и этноренегата певца Альберта Исмаила, их скандального клипа «Шажара» выглядит как запоздалая попытка ответить на возвеличивающуюся фигуру Фирдуса Чамаева. Мы вам не будем тут показывать нарезки из этого блевотно-кислотного видеоклипа, основная цель которой у создателей – это получить деньги от предприятия, которое делает буздякский соус, ну и попутно посеять рознь между татарами и башкирами. Там этот этноренегат, в общем, Альберт Исмаил, рвет на себе одежду с картой Татарстана и надевает с гордостью толстовку с картой Башкортостана. А что насчет припева, что в Актанеше и в Илише разговаривают на одном языке, мы абсолютно согласны с певцом Аргамака. Да, в двух соседних районах разговаривают на татарском языке. Интересно, какое еще предприятие певцы и музыканты-разжигатели нагнут, чтобы выбить деньги на свои творческие отрыжки? Надеюсь, жителям Башкортостана все же нравятся соусы от татарстанского Махеева. Наше республиканское предприятие такой дешевой антибашкирской пропагандой и пиаром не занимается, не сталкивает народы лбами. И правильно делает.